сохранить кристальную прозрачность озер и полноводность наших рек, возродить леса. Экология – это не просто национальный проект, который должен изменить нашу жизнь. Он и есть сама жизнь. От него зависит, чем мы будем дышать, что будем пить. На территории республики в рамках этой программы реализуются 4 проекта. «Чистая страна», комплексная система обращения с отходами, сохранение уникальных водных объектов, сохранение лесов. «Чистая страна» – проект, направленный на ликвидацию в республике мусорных свалок. До 2019 года их на территории Ингушетии было 4. С карты республики уже пропали свалки в сельском поселении Нестеровское и Назрани. Общая площадь этих свалок 18,75 гектаров. Улучшенные условия проживания 150 тысяч человек этими мероприятиями. Мероприятие реализовано довольно-таки хорошо. Это, наверное, в Российской Федерации единственный опыт, когда свалки ликвидируются с вывозом отходов с участка. Обычно создаются специальные подложки, специальные условия, при которых отходы сгребаются в определенную территорию, гидроизолированную, и после этого выкладываются дополнительные материалы для изоляции этих отходов, чтобы вреда от них не было, а также газоотводы. У нас, но на таких участках не строить нельзя, определенные, очень много ограничений есть, потому что мы понимаем, фундамент, что угодно мы делаем, внизу, получается, отходы лежат. У нас, в принципе, наш метод ликвидации свалок, мы все вывезли, положили, скажем так, слой общераспространенных полезных ископаемых, то есть гравий, далее глину, далее почву. И, в принципе, на тех участках, которые мы ликвидировали, можно сделать все, что угодно. Полностью восстановленный земельный участок. Ликвидация свалок в Нестеровской и Назрани – это не конец проекта. Так, в планах Минприроды убрать и 2 оставшиеся в Малгобеке и Карабулаке. Правда, на эти работы уйдет намного больше времени. Начать планируют с Малгобекской. Эта часть программы будет реализована в 2021-2022 годах. Здесь будет уже как раз принят метод общей рекультивации. Как я говорю, своего рода практически полигон создается. На этот полигон сгребаются отходы с 20 гектаров вплоть до 7 гектаров. Все это собирается, после этого уже материалы, которые изолируют эти отходы. Естественно, основная цель такого мероприятия – это снизить негативное воздействие на жителей. Вот эта работа будет проведена. Я думаю, что к концу 2022 года у нас свалка города Малгобек крупнейшая будет ликвидирована. Уже после завершения работы со свалкой в Малгобеке Минприроды займутся Карабулакской. По площади она в 1,5 раза меньше, но работы там больше. Это уже большая и очень проблемная свалка. Вы наверняка там были, мы много раз выезжали с НТРК Ингушетии на эту свалку. Она предварительно, мы еще проект до конца не сделали, предварительный расчет это 14,5 гектаров. Но эта свалка, в отличие от свалки города Малгобек, расположена в очень большом карьере. То есть и с одной стороны, и с другой стороны карьер, и очень неприглядная картина на этом участке, когда мы выезжаем. Вот, и объем отходов там, хотя и Малгобек она по площади самая большая, по объему отходов в Карабулаке самая большая свалка. Ну, здесь планируем сейчас разработать проектную документацию, сделать всю необходимую работу и, естественно, в 2023 может быть и с переходом на 24-й, но мы это мероприятие выполним. Таким образом, после того, как мы ликвидируем все эти 4 свалки, 2 уже ликвидировали, 2 у нас остаются, как только мы их ликвидируем, мы выполним, скажем, указ президента Российской Федерации о том, что все свалки в границах городов до 2024 года, выявленные на 1 января 2018 года, должны быть ликвидированы. После ликвидации свалок городских в Министерстве природы республики займутся засельские. Остается открытым вопрос, куда девать все эти отходы в дальнейшем. Для этого нужно создавать мусороперерабатывающие комплексы, а также установки, чтобы обезвредить утиль. Сегодня на территории Ингушетии только 1 завод по сортировке мусора, а объекта утилизации и вовсе нет. Эти работы тоже предусмотрены в рамках нацпроекта. Другое направление нацпроекта «Экология» не менее важно, чем обращение с твердыми бытовыми отходами. Это сохранение уникальных водных объектов республики. В рамках этой части нацпроекта ведутся работы по очистке 2 прудов республики – в Карабулаке и в Назрани. В последнем все идет к завершению. Вода здесь уже кристально чистая. Осталось только облагородить прилегающую территорию. Экологическое состояние водоема вызывало много вопросов. Пруд был грязным и нуждался в реабилитации. Так рабочие слили часть воды и с помощью специальных установок выкачали со дна копившиеся годами отложения ила. Привели в порядок и территорию рядом с прудом. Проложили тротуары, построили спортивную площадку. Работы начаты в 2019 году.
В принципе, основная часть работы уже выполнена на данный момент. Объект был переходящий, все объемы, запланированные на 2019 год, были выполнены в полном соответствии с графиком выполнения работ. В 2020 также весь объем уже практически выполнен. Осталось реализовать биологический этап. Последняя часть нацпроекта не менее важная, чем первые три. Сохранение лесов – это обновление легких мира. Именно от количества деревьев зависит частота воздуха. Исходя из этого, на территории республики высажено более 30 гектаров зеленых насаждений. Проведено лесовосстановление и лесоразведение в объеме 30 гектаров. Это на территории Нестеровского, Галашкинского и Новорязанского участкового лесничества. Там высаживали мы сеянцы, 1-2-летние, породы белая акация. Белая акация выбрана не случайно. Дерево славится своей неприхотливостью, хорошо приживается, а также ее корни способствуют укреплению почвы в местах с обрывами для избежания оползней. Кроме того, наличие этой породы также большой плюс для пчеловодов и подарок для пчел. А нацпроект «Экология» почти прошел половину своего пути. Его начали реализовывать в 2018-м, завершить планирует в конце 2024-го. Муслим Ганиев, Майырбек Миржоев, Новости 24.